Нуцалов, нуцалского рода по земельному вопросу к Шамилю там или имамат, ну, скажем, юристов, нет никаких претензий по этому поводу. В 1864 году Шамиль, когда находился в Калуге, наша сторона, по запросу нашей стороны, к Шамилю было послано 3 раза письма. 2 раза он не ответил, но в целом, абсолютном таком большинстве, Шамиль ответил на 3-е письмо, и Шамиль написал: никаких земель, будь то они нуцалские или не нуцалские, я в казну Байтул-Мала не отнимал. То есть, понимаешь, Байтул-Мал, земля мусульманина, как переходит, если хозяева у него перестали быть, то есть закончились, умерли естественной смертью. Понимаете, естественно. А если мусульманина убили, хозяев земли убили, то эта земля никак не может быть привнесена в Байтул-Мал, потому что она уже является греховной для кого-либо. Но у этих земель, во-вторых, остались живых правонаследники. Естественно, Шамиль тоже об этом знал. Вот поэтому он ни в том случае, ни в этом случае он и изымать земли в Байтул-Мал он не мог. Шамиль написал в ответном письме, что он доходы с этих земель, которые получали аварские нуцалы, он обратил в казну Байтул-Мала с целью расходования этих средств на газоват, на средства для ведения войны против оккупантов. Аварские нуцалы в абсолютном большинстве своем, они там род, да, мужчины, женщины, неважно, все, они были убиты, но их имущество, несмотря ни на что, работало на свой народ, на свое государство, на свою религию. Она приносила доход, и этот доход обращался для ведения войны. То есть от этого тоже, как бы, иншаллах, есть вознаграждение, будет. Касаемо вот чеченской или и также аварских сторон, вот те люди, которые жили на землях, принадлежащих роду аварских нуцалов, будь это чеченцы там, аварцы или еще кто-либо другие, неважно их национальность, вот они, платившие эти доходы за пользование этими землями, они потом платили это же самое в казну имамата с этих земель. Потом уже, когда имамат был разгромлен, земли эти все царская администрация изъяла якобы в качестве трофея в казну Российской империи, и люди продолжали также платить за эти земли в казну Российской империи. При этом в 1864 году и уже буквально через 3 или 4 года, да, Шамиль написал это письмо, что он не изымал. Соответственно, Российская империя не имела никакого права изымать эти земли в казну Российской империи. Они его изымали, что якобы это военный трофей. Спрашивается такой вопрос. Они говорят,
мол, якобы аварские нуцалы были, типа, якобы с России, да? Тогда почему же Российская империя изымает имущество аварских нуцалов, правонаследники которых живы, и неоднократно, 8 раз они обращались до революции 1917 годов, они обращались 8 раз о возврате наших законных земель законным наследникам. Они, Российская империя, отказала. А теперь смотри, почему же тогда Российская империя отказывает ее союзникам? Вопрос даже. А тех, которые с ней воевали, она одаривает чинами, материальными благами и так далее и тому подобное. Там. Еще один момент возвращается. И еще один момент, там, вот, те же чеченцы или будут те же там аварцы по эту сторону границы, тоже имеются люди, которые заняли чужие земли, да? Но живут, раз предки разрешили им селиться, да? Значит, мы никак не умаляем решение своих предков, но есть правила, по которым они должны пользоваться. Они этих правил должны придерживаться. После революции, соответственно, да, вот, они эти земли захватили, соответственно, и пользовались уже как своими. Ну, потом пришла советская власть, обратно такие, частная собственность была отменена, земли, хозяин земли снова стало государство, передало их совхозы, колхозы. Потом СССР разрушился, пошла вот эта война, обе две, это все, куча всех этой историй, И вот теперь типа земельный вопрос обострился. Но никто из них не хочет четко, ясно понять, что по шариату овладение чужой землей запретно. Чужое имущество должно быть возвращено законным владельцам. Это два. Харам, поедаемый сознательно, люди знают, что это харам нельзя, размером мискаля зару, она выводит их из ислама. Они, Всевышний не принимает ни их поклонения, ни их добродеяния. Об этом четко и ясно написано в Коране. Кто сомневается в словах Всевышнего? Тем более, правонаследниками вот на тот момент этих земель остались кто? Дети-сироты. А что говорит Всевышний о тех, кто захватил имущество сирот? Те, кто захватил имущество сирот и поедает его, а вот это состояние, оно передается, оно в этом состоянии было захвачено, и оно передается и дальше. Аллах обязуется, фарзуль айн на себя берет, Аллах сам на себя, что люди, которые поедают чужое имущество, он обязательно их низвергнет в ад и накормит их утробы огнем ада. Что еще тут можно сказать? Если предостережение Всевышнего в отношении них не работает от того, что... Но на нас возложена обязанность, защищать свое имущество. Да? 6-й фарз это называется защищать свои жизни, честь и имущество. Вот. Мы, в силу того, что мы имеем и того, что в наших руках, мы защищаем. Мы в данный момент просто заявляем, что у этих земель есть правонаследники, что попытка захватить земли, оно чревато не от нас, а чревато наказанием в первую очередь от Всевышнего. Пусть эти люди образумятся. Не образумятся, им же хуже. Потому что за захват земли размером одну ладонь человека-захватчика, да, повлечет на него судный день возложение тяжести на его шею, на его спину, равную тяжести 7 земель и 7 небес. А это какова? Вот это
то небо, которое над нами мы видим, да, вся вот эта вселенная, это самое нижайшее небо, и эта вселенная, она является самой малой вселенной, которую мы наблюдаем. Это один из 7 миров, скажем так. И каждый верхний мир, он больше другого во много раз.